месяц 50 чем-то тысяч долларов, система никак не запускается. Те вещи, которые здесь мы делали за 100 долларов, а там 5 тысяч долларов, 20, иногда 10 тысяч долларов просто. За простые вещи. Элементарные вещи, которые тут мне делали за 100 долларов, и там надо платить 10 тысяч долларов. Все должно быть по-другому. Поставил своего ученика и начал на расстоянии изучать рынок, управлять по-другому. 2 года мы потратили, чтобы рынок полностью понять. 2 года. Этого парня я каждый месяц держу, 5 тысяч долларов зарплату плачу, чтобы просто понять этот рынок. Другой выхода нет. Почему? Потому что я когда был там, я испытывал такую необычную вещь. Вы знаете, вот когда мы здесь, я себя чувствую подножием горы. А вот когда, черт побери, я был там, я себя чувствую на самом верху гора. У вас ощущение, что весь мир у вас под ногами остается. Кто мне понял? Я понял, что тот труд, который здесь я делаю, если сделаю в таких местах, меньшими усилиями я быстрее весь мир узнал бы, а все то, что я делаю. Намного быстрее. Первое, что надо делать. А второе, дай свой рынок. То есть, на то, что ты умеешь делать, надо уметь рынок создать. Если рынок не создаешь, поверьте мне, какова толка от того, что ты супер умный человек? Какова толка от того, что ты очень пользы не будет? Если не умеешь создать рынок, значит ты не понимаешь, как бы реализованы. Есть много талантливых ребят, которые не реализованы. Их очень много. Возможно, вы заметили. Есть очень много талантливых ребят, они не реализованы. Вообще не реализованы. Понимаете? Это очень обидно, когда видите таких хороших, умных ребят, которые не реализованы. Создай свой рынок. Ты должен хорошо жить. Талантливый человек должен в достатке жить. Талантливый человек должен хорошей жизни прожить, потому что талант нуждается в поддержке. Любой талант нуждается в поддержке. Талантливый человек должен очень хорошо жить. Тогда вокруг тебя будет много-много талантливых людей. Поэтому надо научиться создать свой рынок. Как это создать? Этому надо научиться. Если пока ты не знаешь, просто этому надо научиться. Следующая важная вещь – расширять свой рынок. Я стал неплохой тренером. Я себя считаю хорошим тренером. Понимаете? И худо-бедно создал свой рынок. Более 700 тысяч человек посещал мои тренинги. Более 700 тысяч человек платил и зашел на мои тренинги. Это очень хороший результат. Для парня, который сел, вышел и, понимаете, просто костюм на плечо уехал в Россию гастарбайтером, это супер результат. Согласны? Это очень хороший результат. Понимаете? А теперь я расширяю свой рынок. Я вижу мировой рынок. Почему? У меня масштаб мышления другой. Нужно очень создать большой рынок. Чем больше создадите, тем больше у вас возможностей. Не останавливайтесь на маленьком. Почему я эти вещи рассказываю вам? Это очень важно. Посмотрите, сколько людей посещали у нас. 11 стран мира у нас есть представительства. Это же здорово. Классно? 289 предприятий у меня учатся индивидуально. Некоторые мои ученики зарабатывают в год более 30 миллионов долларов. Это же вообще супер. Эти ребята, когда со мной встречали, они зарабатывали 3000 долларов, 5000 долларов. Кто-то из них 12-15 лет был в бизнесе. А сейчас у них такие колоссальные результаты. У вас видели ли одну ошибку? Вы связались со мной. Я серьезно. Вы видели одну ошибку, что со мной связались. Теперь вы покой потеряете в жизни. Либо вам надо стать успешным, либо вы себя не простите просто, понимаете? Когда вы талантливый парень, когда вы классный парень, и продолжать жить, смириться, сказать, что моя судьба бедность, это глупо. Возможно, вы недавно, если кто-то из вас в Инстаграме посмотрел, я недавно про лева рассказывал. Я расскажу вам еще про это. Знаете, это как столько это важно понять. Моя дочка попросила меня, что папа, отвези мне цирк. Я, видите, в селе вырос, никогда не был в церкви в жизни. И тут я говорю, хорошо. Слушными. Я сидел, думал, кому это лев подчиняется? Этому пареню, дрессировщику? Нет. Он мог его просто кусками разорвать. Так? А знаете, кому он подчиняется? Своей собственной нужде.
Вот что делает Ну, нужда интернет с слабый, тобой, поэтому... если ты даже лев. Интернет слабый, друзья, Вот что поэтому... делает бедность с тобой. Вот что делает бедность с тобой, когда ты действительно почувствуешь, ну, нет угол, что ты дар речь потеряешь. Тебе придется послушать оскорбления от тех людей, которые ниже тебя. Тебе придется просто смириться по глупость. Может, внутри тебя. Никогда не смиритесь с этим, пожалуйста. Никогда. Богатство это не деньги. Богатство вот она. Я сейчас расскажу. Богатство вот она. Внимание обратите. Это настоящее богатство. Богатство это тот ум, который генерирует деньги. Тот ум, который разрабатывает план. Тот ум, который рожает, понимаете, рожает идею, видение. Вот оно богатство. Богатство это не ваши машины, которые жену покупали. Это все чушь. Вы должны в первую очередь накопить вот это богатство. К сожалению, наш народ от этого отошел. Не могу понять почему, но в данный момент какая-то такая, хоть слава Богу, хоть сейчас уже потихоньку возвращается. Вот это настоящее богатство. Знаете Да, почему? снимаем Я вам его. объясню. Скоро выйдет новую, Я полную правду версию. говорю вам. Как есть, скажу, ребята. Люди ищут меня, чтобы платить деньги, чтобы я с ними разговаривал. Это правда. За час мою консультацию люди платят $500. Понимаете, несколько тысяч километров прилетает, чтобы я с ним разговаривал. А не потому, что он нуждается в мне. Я ему не нужен. Ему нужен вот это. Вы пришли сюда, я вам не нужен. Знаете, в 96-м году я сюда пришел. Потому что я не был тот Давлатов, кто сегодня. Видите? Не я нужен. Вот это нужен. Кто мне понял, ребята? Пожалуйста, накопите ум. Накопите ум, победите себя. Победите свою, понимаете, свою внутреннюю слабость. Только ум позволяет стать умнее, мудрее, ребята. Это сильно помогает. Я не понимаю людей, которые время, деньги не вкладывают в свои мозги. Я не понимаю людей, которые время, деньги готовы вкладывать, друзьями посидеть, потратить. Они готовы ремонт классный делать, они готовы одежды покупать, но они не готовы стать умнее. Дело не в том, что у них денег нет, дело в том, что у них понимания этого нет. Человеку говорите, покупай эту книжку, прочитай, он что говорит вам? Время нет. Но видишь, что он болтовнями сутками сидит, это у него время есть. Люди думают, что как будто книга читать бездельники. Представляете, один парень какой-то день подошел ко мне, он мой дальний родственник, говорит, немножко, говорит, без свободное время я полистал твою книгу. Я сказал, мне очень жаль, мне что, тебе платить, да, за то, что ты его полистал? Одолжение. Уловили? Одолжение. Как будто для меня он это делает. У меня более 2 миллиона читателей. Более 2 миллиона экземпляров моей книги продавались. Они еще будут дальше продаваться. Ты его читаешь, не читаешь, для меня погода не делает. Потому что с помощью Аллаха я создал себя. Хорошо, Понимаете? друзья, Вот, скоро. знаете, я недавно был в Самарканде. Если вы заметили, мозаиками маленький, в Санкт-Петербурге, там Исаакский собор, Казанский собор, они все тоже так построены, мозаиками. И был в Австралии, заходил в какой-то храм, то же самое. И думал, интересно, почему во всех духовных центрах и во всех исторических центрах не красками покрасят именно этими маленькими мозаиками. Возможно, одно из них для того, чтобы долго эта краска стоялась и так далее. Но я думаю, что у него есть другая философия. Ты вот так маленькими кусочками создаешь себя. Вот так маленькими кусочками создаешь свой духовный мир. Именно таким маленьким протяжением всю жизнь. До конца твоей жизни.
по чуть-чуть ты создаешь свою судьбу, свою жизнь. Философия этих, я для себя такой урок брал от них, что, наверное, это так есть. По крайней мере, я для себя это так интерпретировал. Год за годом, по чуть-чуть придется тебе это сделать. Вот, дорогие мои, вы бизнес-ориентированные люди? Вы не поняли меня. Бизнес-ориентированные люди? Люди бывают два категории. Есть люди бизнес-ориентированные, есть люди не бизнес-ориентированные. Бизнес-ориентированные люди чем отличаются от обычных людей? Бизнес-ориентированные люди, они отличаются тем, что они понимают, что деньги это благо. Деньги это помогает лучше жить. А не бизнес-ориентированные люди, они считают, что это все, как Аллах даст, так и будет. То есть они живут по, как называется, по течению. Они ждут, когда удача придет к ним. Они говорят, тебе повезло. Они так думают, тебе просто повезло. Вот. Жарко. Они считают, два пути. Один путь. Либо ты человек управляет, учится в долгах, загонять нужду, загонять проблемы, и теперь придется тебе учиться. Через потери, через унижение. Вообще, большинство Средней Азии, оказывается, выбирает второй путь. Через боль, через потери, через долги, через страдания. Вот так. Вот, следующее. Смотрите, вот эти расходы, они стабильные. У вас есть в жизни какие-то расходы, которые не зависят от вас. Хотите, не хотите, их надо делать. Есть такое? Даже если вы болеете, они идут все равно, правда? Даже если вы без работы остались, все равно им надо платить. Если ты даже умер, их надо все равно делать. Даже если ты умер, этих детей надо кормить. Эти расходы все равно будут. Видите, как настолько это необычно? Следующая важная вещь. Ежегодно растет количество людей, которые имеют долги кредиты. Их становится больше. Люди, которые имеют долги кредиты, с каждым днем их будут еще больше, ребята. С каждым Божьим днем их будет больше. Больше, больше. А что будет с вашими? Что будет с вами, если брат имеет долги? Что будет с вами, если сестра имеет долги? Сосед имеет долги? Коллега имеет долги? Что будет? Как вы думаете, вокруг вас, сколько процентов людей имеют долги кредиты? Мало или много? С каждым днем их больше становится? Идет прямая трансляция, друзья. Что тебе сказали, что тебе Аллах не дает, что ли? Это что, какой-то собственник? Это Аллах. Как получается, как это что, твой дядя, как мэр города? Аллах всегда дает любому человеку, кто искренне вкладывает усилия. И для него не имеет значения, ты кто. Прочитайте Коран. Сделали мы Иосифа, понимали, братья? Юсуфа. Из глубины окопа мы взяли, сделали правителем Египта. И так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Пожалуйста, внимание. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея мы сделали победителем над фараоном. Мы так и делаем с каждым, кто верно служит нам. Вы понимаете? Аллах очень справедлив. Если вы служите искренне, вам Аллах даст вашу мечту. Через чего Он даст? Через образование. Через знание. Потому что знание – единственная вещь, которая дает доступ к мечте. И создает справедливость в обществе. Потому что, когда приобретаешь знания, неважно, ты какой семье родился, неважно, там, ты города родился или селе, где ты достигаешь мечту. Только образование, доступ к этому. Это здорово. Это очень важно понимать. Поэтому вот это стереотипы надо убрать полностью. Вот скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Вы могли бы своего ребенка не отправить в среднюю школу и сказать, и Аллах даст сам научиться? Вот не отправьте своего ребенка, не отправьте в среднюю школу. Я посмотрю. Он умеет писать, читать, если вы его не отправите туда.
он не научится, его кто-то должен научить. Вы согласны? Его кто-то должен научить. Но я не говорю, что человек дает богатство сам или счастье сам. Нет, Аллах дает. Но Аллах дает только тогда, когда ты соответствуешь его критериями. Когда ты соответствуешь его уровень требований. Это похоже, что, понимаете, в любом месте. Вы какой-то организации устроитесь, если вы соответствуете требованиям, вы растете по карьере. Так? То же самое и здесь. Риск Аллах дает, это правда. Риск Аллах дает. Это похоже, что как зарплата дают. Посмотрите, риск Аллах дает. На самом деле каждому человеку дано. Так в Коране написано, я там почитал. Внимание обратите. 4 вещи, из которых, когда за 120 дней выполняется, там так это в серии Коране написано. И вот, ангел придет и напишет, вон тут. Это то, что мы называем тахдир, судьба. И это 4 вещи оттуда написано. Например, будет написано, сколько лет ты будешь жить. Ты это не можешь увеличить или сократить. Никому не удается это. Второе, пишется твой удел, твой риск. Твой риск написано. Никто не умрет от голода, ребята, пока день не закончится. Никто не умрет, пока этот день действительно не закончится. Риск от Аллаха. А теперь интересно, если риск от Аллаха, зачем тогда работать? Третье написано, твое счастье, будет ли у тебя детей или нет. Ты не можешь руками их делать. Четвертое написано, твой талант. Аллах каждому человеку давал один талант. Кого-то видишься учитель, кого-то видишься изобретатель, кого-то, не знаю, композитор, кого-то видишься, не знаю, руководитель. Тот Аллаха угодный талант, который тебе заложен. И надо пойти за него, а не за деньгах, не за славу, не за власть. Потому что это единственный путь, который поможет тебе попасть в рай обратно. Цель любого человека попасть обратно в рай. А если человек и успешный, вы можете представить, возможно, у него получилось очень плохой офис, причем Мухаммед Али, рекламный менеджер. Это видео, что бактор в себе то, что Аллах тебе заложил. И не копируй других. А у нас вся проблема в этом. Когда человек, он не верит в себе, он постоянно начинает копировать других людей. Когда у человека нет собственной силы, собственной мечты, собственной цели, он начинает просто пойти по пути других людей. И, соответственно, любой дорога, там трудности есть. А когда трудности начинает, он бросает. Не получается. Как у нас там? Один человек машина торгует, давай машина торгуем. Один недвижимость строит. И учитель, и инженер, и садовник, все давай строим. Один человек в магазине открыл, шмотки торгует, давай шмотки торгуем. Не пойдет. Ты ищи в себе тот талант, который тебе Аллах давал. Его поищи. Не знаешь, как его найти? Найди мою книгу «Мой гениальный ребенок». Хоть тебе 40 лет, но начни с этого. Потому что ты в жизни еще ничего не нашел. Я видел людей, которые 70 лет, но он хуже, чем ребенок еще. Он не нашел себя в жизни. Потому что он половину жизни прожил, потому что мама говорила, вот дядя, у тебя там таможня работает, давай устроим тебя на таможне. Половина жизни он там, половина жизни еще где-то, и ему 40 лет, 60 лет, он так и в жизни ничего не добился. Потому что если человек пойдет по другой пути, он не может стать великим человеком. Кто мне понял? Это настолько важно. Вы знаете, вот у вас бывает, что когда свой размер обувь одеваете, вам комфортно. Бывает такое? Свой размер одежды одеваете, вам очень комфортно. Вот так, когда вы свой талант найдете, ты не устаешь. Понимаете, я Богом дано тренер. Поэтому я этим занимаюсь круглые сутки, но не устаю. Это мой талант. Это правда. У меня есть бизнесы. У меня нет необходимости быть тренером. Нет необходимости ездить выступать. Но есть одна причина, которая меня заставляет это делать. Я вам расскажу. Это мой народ. Именно они меня вдохновляют.
Именно она меня вдохновляет. Потому что каждый раз, когда вижу за пределы Таджикистана унижение моего народа, чтобы как они могут... Это тебе так нужно сломать восприятие, которое другие думают про нас. Нужно этот портрет изменить, создать другой портрет. А для этого нужно, чтобы кто-то начинал. Я начинал как тренер. Кто-то из ребят видит, как я еще что-то начинает. Кто-то станет суперспортсменом. Кто-то станет еще супер мировой музыкантом. Кто-то станет мировой бизнесменом. Потихонечку будет появляться. Потому что один-два цветок я хотел так быстро двигаться. Я мечтаю, чтобы хотя бы с Таджикистана 100, 200, 300 сильных бизнесменов выращивать, обучать их, научить то все то, что узнал. Как минимум 100 компаний вывести на международном уровне. Если 100 компаний мне удастся вывести отсюда на международном уровне, каждая эта компания создаст несколько десятков тысяч рабочих мест. Разве это не хорошо? Это здорово. В этом есть смысл. В этом есть большой смысл. Пойдемте дальше. Шестая причина. Кто понял? Она актуальна сейчас. У вас в руках 5 лет назад ногти, что ли? Ваши ногти умнее, чем вы? Кто понял? Кто хорошо понял? Знаете, закон жизни какой, родимый? Постоянный, беспрерывный рост. Беспрерывно. Кто вот это понял, он постоянно вперед. Беспрерывно. Беспрерывное развитие. То, что вы узнали 5 лет назад, 7 лет назад, сейчас не работает. То, что вы делали 10 лет назад, она будет не актуальной. Через года пара, 2-3 года. Вот смотрите, 10 лет назад вы другой рубашкой носили. Другие телефоны были. Вот это зад по-другому было оформлено. У вас дома ремонт был другой. Так? На улице все. Вкус людей была другая. Посуды были другие у людей. Интересы были другие. А сейчас будет другое. Вот. Значит, главный секрет успеха – это беспрерывное развитие. Каждый раз, когда вам охота, что, ладно, потом сделать ногти растут. Почему я не должен расти? Постоянно мотивируйте себе так. Если они растут, почему я не должен расти? Почему я должен расти? Постоянно себе задавать вопрос. Это даст вам огромную мотивацию, толчок, чтобы вы не остановились. Да, вы сейчас хорошо зарабатываете, да, вы сейчас хорошо умеете делать, но это не показатель, что через 2-3 года вы будете востребованы. Через 2-3 года будут другие конкуренты, другой рынок. Где-то в ту сторону попробовали открыть, как-то не шел. И он сказал, это бизнес остался от родителей. Он хороший парень, мне понравился этот парень. Он сказал, это бизнес остался от родителей, и теперь я сам один. 3-4 года пытались держать 2 магазина. Я заметил, что здесь я зарабатываю, там просто расходы. Просто расходы идут. И то, что тут зарабатываю, там трачу. Поэтому пришлось его закрыть. И мы его закрыли. И он говорит, знаете, недавно, говорит, кто-то открыл большой магазин. Прямо пришел рядом со мной. Вот такой большой открыл. Какие бессовестные люди. Не думают, что у меня есть семья. Не думают, что у меня тоже есть расходы. Я 16 лет тут работаю. Какие-то бессовестные, говорят. Они не боятся Бога. Я слов до слов сейчас привожу вам. Гокея худонотаз, а худона митастеги одам будастя. Хамин гуэд малек умада ами қабати ман байстод. Хай дигар ҷойда куши намешад не. Ами пеши ман ба умада кушодаст. Теперь внимание. Видите, как он мыслит? Я ему сказал, дорогой мой,
эти люди, прежде чем открывать такой магазин, они тебя изучали минимум полгода зрения. Как ты ведешь бизнес? Твоя стратегия ведения этого бизнеса. А потом понял, что ты не конкурентоспособен. А теперь, как ты думаешь, если я открыл бы, потому что ты 16 лет людям переучил, что там завтра? Любой нормальный маркетинг мне говорит, вы знаете, Малин, как они открыли с того дня, потому что у него ассортименты больше и цена чуть дешевле. Я сказал, да, это правда. Вот любой клиент, вот вы его клиент, да, вы подходите, вот здесь есть какой-то запчасть, тут есть, например, выбирайте, который 800 монет. Хоть вы 10 лет его знаете, все равно говорит, извини. Дружба, но когда дело касается денег, извини. Так же, вы пойдете, покупаете то, что доступно ценой. Правда же? Я ему объяснил футбол. Я сказал, ты понимаешь, ты хоть в футбол играл хоть разу? Он говорит, да. Я говорю, понимаешь, ты представь на минуту в футболе. Вот оттуда кто-то издалека мяч притаскал сюда, довез до этого. Потом кто-то его забрал, уже недалеко от ворота, и он побил. А тот должен ему сказать, какой ты сволочь, какой ты бессовестный. Я столько издалека притащил, привез, а ты, халтурщик, здесь рядом стоял. И вот так всю славу брал себе. Ты понимаешь, ты сейчас так выглядишь. Он говорит, нет, футбол по-другому. Футбол ты как какого? Да, ты прав, но это похоже на это. В футболе это называется подхват. Так же и здесь то же самое, родной. В бизнесе ты не можешь кого-то обвинить, почему он умнее тебя. Согласны? Ты же не можешь кому-то прийти и сказать, почему ты умнее меня. Дело в том, что эти люди делали то, что ты должен был делать еще 5 лет назад. Если ты не расширяешься, не развиваешься, значит ты сокращаешься. Поэтому, если у вас сегодня доход хороший, бизнес хорошо идет, не думайте, что так будет вечно. Вы должны беспрерывно развиваться. Правую руку поднимаем, повторяем за мной. Все, что не развивается, все, то, что не расширяется, сокращается. Уловили? Это единственный способ, ребята. Либо ты расширяешься, либо ты сокращаешься. Другого не бывает просто. Пойдемте дальше. Внимание обратите. Завтра я буду здесь, в городе, 2 тренинга давать. Одну тренинг я буду говорить по продаже, как увеличить прибыль вашего бизнеса. Недавно, несколько дней назад, я провел этот тренинг в Алмате, около 500 человек было. И это надо было посмотреть. Супер это было. Столько. У тебя есть фотографии из этого? Были? Из Алматы, сейчас. 23 числа. Я буду завтра говорить об этом, по продаже. Если у вас есть бизнес, вам надо обязательно побывать там. А вечером буду говорить именно как за 18 месяцев добиться финансовой стабильности. Сейчас я расскажу несколько формул. Сегодняшний тренинг это вот. Я так пытаюсь на вас это донести. Знаете, учиться так выгодно. Один раз ты усваиваешь. Кроме меня еще кто-то ведет, да? Вот внимание обратите. Один раз учишь, усваиваешь, но так. Да? Классно же? Это здорово. Вернемся к этому. Вот, хорошо сделали, я сюда зашел, так был вдохновлен, правда. Мне нравится, когда что-то красивое, что-то богатое, что-то уютное. Честное слово, мне так нравится. Вам тоже нравится? Отсюда зашел, так приятно стало. Потому что раньше, когда здесь выступал, были стулья, которые вот там, не знаю, в 70-х годах поставили. В прошлый раз, когда выступал, такие стулья были. Помните? Те времен. Вот. А сейчас, слава Богу. Потому что, когда стали все, она даже пахнет не то. Пахнет как кладбище.
Старый, непонятный какой-то. Вот, пойдемте, пожалуйста, внимательно это послушайте, чтобы понимать его, хорошо? 3 этапа есть. Я постоянно свой вот этот тренинг с этого начинаю, потому что это фундамент. Если сейчас мы это поймем с вами, мы можем очень много чего изменить. Первое, внимание обратите, зарабатывание денег. Смотрите, зарабатывание денег. Второе, это сохранение денег, а это управление денег. Пожалуйста, на минуту. На минуту. Внимание. Все люди хотят решать проблемы деньгами через зарабатывание денег. Все люди ищут способы, как зарабатывать. Все люди. Знаете, я тоже... И мне всегда казалось, что мои нужды и мои проблемы связаны с тем, что я мало зарабатываю. А чтобы зарабатывать больше, надо тратить больше энергии, больше нервов, больше времени и так далее. Я чем больше работал, да, чуть-чуть больше зарабатывал, но я как чуть-чуть слабее, когда сразу доход падает. Кто с этим столкнулся? Начинаешь активно больше работать, доход растет. Чуть-чуть слабее, когда доход обратно падает. Я сидел, думал, а потом, знаете, с чем я столкнулся? Столкнулся с таким неким стеклянным потолком. Я работаю. Какой-то доход дойдет до какого-то интересного потолка, а потом обратно вниз. Как бы я ни работал, этот потолок не изменяется. У тебя доход, энергия, нервы. Устаешь же, обратно вниз. Думаю, странно, как это прибывает, как это изменить? С годами опыт появился. Зарабатывание денег – это не выход. Вы хотите разбогатеть? Кто хочет знать, как разбогатеть в деньгах? Честно скажу. Тогда с этого дня вообще забудьте о том, чтобы зарабатывать деньги. Вообще забудьте. Не ищите способ. Не думайте, черт побери, хрен с ним. А теперь видите, это противоречит вашему мышлению, правда? А как тогда? А как по-другому? У вас это противоречит ваше сознание, я знаю. Вот для этого особенность. Пожалуйста, внимательно послушайте, и вы меня поймете. Внимание. Начните с сохранения денег. Начните с сохранения денег. Независимо от того, какое положение у вас. Независимо от того, дохода есть или нет. Независимо от того, вы хорошо зарабатываете или плохо зарабатываете. Независимо от того, долги есть или нет. Начните с сохранения денег. Я раз так сказал, конца зала не складывается в голове. Если нет денег, что сохранить? Видите, вот эта сбой, умственная ловушка, она самая большая проблема. Она не могут связывать эти вещи. Потому что человек привык, что якобы решение проблемы с деньгами, то есть проблем дохода, это зарабатывание. А как, если не зарабатывать? А что сохранить-то? Теперь внимание. Вы все уже зарабатываете. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Даже школьники зарабатывают. Когда провожу мастер-класс для детей, первым делом я научу их, как управлять своим годовым доходом. А родители дают. И когда мы начинаем почитать с ними за целый год, выходит более $1000. Да, у детей на день рождения, на какие-то там мероприятия, на Новый год, на какие-то моменты. Бабушка дала чуть-чуть, тетя дала чуть-чуть, дядя дала чуть-чуть. Видите, у детей маленький доход, маленькие расходы. А у вас чуть больше доход, чуть больше расходы. Потом вы станете богатым, у вас еще больше доходы, еще больше расходы. Кто понял? Получается, что модель одинакова везде. Как дети играют маленькими машинками, вы чуть-чуть взрослеете нормальными машинками. Кто понял? Ничего не меняется. Дети маленькие, куколки, дочь и матери играют. Чуть большую семью создадут дочь и матери. Разве не так? Кто-то из них в детстве, представляете? В итоге вы его сами испортите. Так и получается. Внимание, получается, что вот тут речь не идет о масштабе денег.
Все люди зарабатывают деньги. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Так? Все. Ты не умеешь сохранить маленькие деньги, ты же не можешь большие деньги сохранить. Кто понял? Это невозможно. Если ты не можешь поднимать 20 килограмм, а как ты поднимешь столько обязательств, моральная нагрузка, моральная. Внимание обратите. Я заметил, что вот тут есть такая большая проблема, это словами не передавать. Какая, знаете? Когда человек пытается зарабатывать больше, есть одна большая проблема. Какая? Дело в том, что параллельно, когда вы больше зарабатываете, параллельно доходы, расходы растут. Кто это заметил? А теперь держите руку, держите руку. Держите. Расходы растут, держите. А потом